С начала года в стране совершено около 228 тысяч уголовных правонарушений. Лидерами печальной статистики стали Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, а также города Астана и Алматы. Покушение на заместителя акима Либийского района Туркестанской области в очередной раз заставило задуматься о криминальной обстановке в стране. С начала 2018 года в республике совершено около 228 тысяч правонарушений различной тяжести. Наибольшее их количество зафиксировано в Алматинской области – 22 897. Далее идет Восточно-Казахстанская область с показателем в 20 239 случаев. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, где совершено 18 360 правонарушений и преступлений. Самыми благополучными регионами страны стали Мангистауская 4653 факта, Атырауская 5770 и Северо-Казахстанская 6192 области. Если говорить о городах республиканского значения и областных центрах, то в них более напряженная криминогенная обстановка. Например, в Алматы с начала года зафиксировано 49 573 случая нарушения закона различной степени тяжести. В Астане – 21 455 уголовных правонарушений. В Туркестанской бывшей Южно-Казахстанской области показатель не столь высок – 9649 правонарушений с начала года. В Шымкенте за данный период зафиксировано 12 550 преступлений. Напомним, накануне было совершено покушение на Рабигу Бейсибаеву, занимающую пост заместителя акима Либийского района Туркестанской области. Она получила ранение в голову. По словам сына, ее жизнь находится вне опасности. В Туркестанской области сообщили о задержании 2 подозреваемых по этому делу. Оберегайте себя, близких людей, общество, государство от преступлений и правонарушений.